Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы проводим очередное заседание интеграционного клуба, нашей, как мы считаем, интеллектуальной площадки по евразийским процессам. Я благодарю всех вас за участие. Я рада тому, что наш клуб расширяется. Хочу поприветствовать послов стран государств СНГ, других представителей посольств. Также позвольте от вашего имени поблагодарить Владимира Игоревича Погребенко, руководителя ВДНХ, за оказанное нам гостеприимство, условия для проведения нашей работы. Площадка ВДНХ выбрана не случайно. Это место прекрасно соответствует теме нашего заседания — культурной и информационной составляющей интеграционных процессов. Масштабная работа по обновлению и реконструкции выставочного комплекса – это хороший пример того, как можно поддерживать гармонию между традиционным культурным разнообразием и инновациями. То, что сделало правительство Москвы, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, руководство ВДНХ заслуживает поддержки, уважения. Действительно, ВДНХ преображается с каждым днем. Важно, что на территории ВДНХ сохранились и продолжают работать тематические национальные павильоны. Они демонстрируют разнообразие богатства культур, масштабы экономической деятельности, дают представление о том, чем живут сегодня братские народы на постсоветском пространстве. Я уверена, что обновление пойдет на пользу ВДНХ, позволит активнее использовать его возможности для популяризации достижений наших стран. Хочу пожелать Владимиру Игоревичу, всему коллективу выставочного комплекса успеха в этой очень важной работе. Мы сознательно возвращаемся на наших заседаниях интеграционного клуба к теме культурной и информационной составляющей интеграции. Культура и информация становятся полем идеологического политического противостояния. Два этих направления развития гуманитарного пространства тесно взаимосвязаны и переплетены между собой. Трудно переоценить значение культурного фактора для развития евразийской интеграции. Думаю, что во многом последние прорывные достижения в этой области стали возможны, в том числе, конечно же, благодаря общности нашего культурного наследия. Его необходимо и дальше поддерживать, укреплять и развивать. На этом направлении делается немало. В частности, у нас в стране, как вы знаете, текущий год объявлен годом культуры. Следующий год станет годом литературы. Это будет нашим практическим вкладом в укрепление культурной общности на евразийском пространстве. Очень важно, что год литературы – это также дань уважения великому русскому языку, языку межнационального общения на евразийском пространстве. Эффективной площадкой для культурного взаимодействия наших стран и народов являются и другие структуры СНГ. Действуют межгосударственные органы в области информационного сотрудничества, включая телеканал «Мир-24». Активно работает Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, который возглавляет глубоко уважаемый всеми нами Полат Бюльбюль-Оглы, чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в Российской Федерации. Примерами удачных начинаний являются и межгосударственная премия «Звезды Содружества», международная премия Межпарламентской ассамблеи СНГ имени Чингиза Атматова и многие другие. В целом в этой сфере, можно сказать, создан неплохой правовой фундамент. В Межпарламентской ассамблее уже принят целый ряд модельных законов, содействующих развитию нашего культурного взаимодействия. Подписаны соглашения, в том числе о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности, гуманитарного сотрудничества и целый ряд других. Динамика интеграционных процессов на евразийском пространстве настолько высока, что их информационное обеспечение нередко запаздывает, и в этом большая проблема. В октябре нынешнего года был ратифицирован договор о Евразийском экономическом союзе. Это событие знаковое, поистине историческое. Наше государство создает мощный центр экономического развития, в рамках которого будет работать общий рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы. Важно отметить, что Евразийский экономический союз – это привлекательный и открытый проект. Кроме Казахстана, Белоруссии, России, к нему уже присоединилась Армения.
Ведется энергичная работа по присоединению Киргизии. Даже с ускорением выполняется дорожная карта, принятая по присоединению Киргизии к Таможенному союзу и Евразийскому экономическому союзу. Но, к сожалению, значимость этого события, смысл создания экономического союза, его структуру понимают в основном политики и эксперты. В то же время без широкой всесторонней поддержки граждан наших государств достичь намеченных целей будет невозможно. Поэтому просветительская информационная деятельность должна активно вестись на всех уровнях. Выполнение этой задачи должно быть возложено не только на средства массовой информации, на журналистов, но и на общественных деятелей, на экспертное сообщество, на парламентариев и, конечно же, и на дипломатов. В последние годы развитие информационных технологий идет стремительными темпами. Новые технические средства уже просто прочно закрепились в нашей жизни, расширив доступ к информационному полю. Одновременно с этим усилилась и тенденция к искажению информации, к переоценке традиционных ценностей, к использованию новых возможностей, в том числе в политических целях. Украинский кризис наглядно показал, как с помощью информационных технологий, в том числе интернета, социальных сетей, можно создавать ложную реальность, трансформировать сознание вполне адекватных людей выгодным для определенных политиков направлений. По данным экспертов, западными нашими друзьями было потрачено $5 миллиардов на действия, направленные против законной власти Украины, да, собственно, американские власти сами называют эти цифры, не скрывают. Фактически с помощью информационного воздействия оказалось возможным насаждать чуждый культурный код, искажать реальность, заменяя ее ложными фантомами. Просто, проще говоря, зомбировать людей, зомбировать сознание людей. Владимир Владимирович Путин отметил, что объективность и справедливость нередко приносятся в жертву политической целесообразности. И при помощи СМИ белые выдаются за черное, черное за белое. Поэтому большое значение имеет объективное освещение и нашего исторического прошлого. И Владимир Владимирович в этой связи точно подчеркнул, что должны быть такие специалисты, которые объективно, полноценно не только освещают события прошлого, но дают им оценку, что чрезвычайно важной без чего исторической науки не существует. Особо следует сказать о знаменательной исторической дате, которую все мы будем отмечать в следующем году, 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Эта дата важна со всех точек зрения, она имеет и исторический, и политический, культурный, и информационный аспект. Хочу отметить, что среди мероприятий в честь этого юбилея предусматривается проведение эстафеты памяти, массовая акция по посадке зеленых насаждений в аллеях, скверах, парках в странах Содружества. Это что касается Межпарламентской ассамблеи, ну, конечно же, по линии государства, по линии структуры СНГ и в каждом отдельном государстве на постсоветском пространстве планируется очень много серьезных тематических акций. Я уверена, что мероприятие в честь юбилея Победы – это хороший повод для серьезного разговора на тему объединения наших усилий, в том числе в информационном поле. Уважаемые коллеги, я рассчитываю, что наше сегодняшнее заседание позволит нам традиционно в дружеской, конструктивной атмосфере обсудить эти вопросы. Мы надеемся на новые предложения, новые идеи. Хочу обратить ваше внимание, что в этом году ежегодный доклад интеграционного клуба также будет посвящен вопросам формирования Евразийского экономического союза. Призываю членов нашего клуба, членов совета нашего клуба активно присоединиться и принять самое активное участие в работе по подготовке ежегодного доклада интеграционного клуба. Я предлагаю следующий регламент нашей работы. Для докладов докладчикам предоставить до 10 минут, для выступлений до 5 минут, для участия в обмене мнениями до 3 минут и постараться завершить нашу работу в течение 1,5 часов. Коллеги, не будет возражений у вас? Давайте четко придерживаться регламента, и тогда мы уложимся. Позвольте сейчас предоставить слово хозяину территории, на которой мы находимся, генеральному директору ВДНХ Владимиру Ильичу Погребенко. Пожалуйста, Владимир Ильич. Спасибо большое, Валентина Ивановна. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые члены интеграционного клуба, дорогие гости, коллеги, я в первую очередь хотел бы вас поприветствовать от коллектива
открытого акционерного общества «Выставка достижений народного хозяйства». С нашей точки зрения символично, что многие вопросы, которые будут рассматриваться на заседании, косвенно или напрямую касаются ВДНХ, поскольку не секрет, что на протяжении, в общем-то, всей истории ВДНХ одной из главных задач выставки было содействие в реализации государственной политики. Надо сказать, что сегодня в соответствии с разрабатываемой концепцией развития выставки поставлена задача вернуть к главному архитектурному парковому комплексу исторический облик, былое величие, сохранив все положительное и перспективное, что у него сохранилось, и что было накоплено за весь этот период. Думаю, всем известно, что в начале апреля 2014 года к управлению выставкой приступило правительство Москвы по инициативе мэра города Москва Сергея Семеновича Собянина, который сам возглавил штаб возрождения выставки. В ходе электронного голосования москвичами было принято решение о возвращении в ВЦ его названия ВДНХ. И хотелось проинформировать, что за прошедший период работы было достаточно многое сделано. Была проведена работа по ликвидации большого количества незаконных построек на территории ВДНХ. Около 300 незаконных построек было ликвидировано. Торговых рядов, рекламных нагромождений, которые формировали неприглядный облик ВВЦ на протяжении долгих лет хаотичного освоения территории. К юбилею 75-летия выставки, которая проходила 3 дня, 1, 2, 3 августа, были проведены беспрецедентные по масштабу благоустроительные работы, отремонтированы фасады павильонов центральной зоны, архитектурные памятники и фонтаны на главной аллее ВДНХ. Возрожден знаменитый ландшафтный дизайн. Проведено за данный период огромное количество досуговых мероприятий, которые значительно украсили это уникальное общественное пространство. И совокупность первоочередных мер по развитию комплекса привела, в общем, к геометрическому росту количества посетителей главной выставки страны, которая стала привлекательным местом для отдыха москвичей и гостей столицы. Достаточно сказать, что за 3 дня юбилея главную выставку страны посетило около 3 миллионов человек. Но, естественно, мы на этом останавливаться не собираемся. Мы в ближайшее время планируем сформировать на выставке целый, так скажем, в кавычках, город музеев и развить крупнейший мировой рекреационный образовательный выставочный центр. В проекте концепции развития, которую мы планируем представить в начале 2015 года, предполагается превратить ВДНХ в площадку для демонстрации научных, технических, культурных, экономических достижений России и стран СНГ. В проекте концепции развития, которую мы планируем представить в начале 2015 года, предполагается превратить ВДНХ в площадку для демонстрации научных, технических, культурных, экономических достижений России и стран СНГ. И в заключении хотелось бы поблагодарить всех членов интеграционного клуба за внимание и возможность выступить перед вами. И, естественно, приглашаем вас на обновленную выставку достижений народного хозяйства, чтобы своими глазами видеть те изменения, которые за этот короткий период времени произошли на выставке. Спасибо. Спасибо большое. Позвольте предоставить слово первому заместителю председателя комитета Совета Федерации по международным делам Виталию Никитичу Игнатенко, председателю комиссии Совета Федерации по информационной политике. Пожалуйста. Спасибо, Валентина Ивановна. Уважаемые коллеги, из всего большого круга проблем информационного взаимодействия на просторах СНГ мы решили выделить одну тему, это проблему деятельности русскоязычных СМИ в различных ее аспектах и в различных странах. Мы выделили ее потому, что она наиболее близка сегодня, это пресса, телевидение, радио, к людям, которые живут в странах СНГ. И именно корректировка этой работы и улучшение этой работы, или там наполнение этой работы другим большим смыслом, как раз и является самой главной задачей. Вот поддержка работающих на постсоветском пространстве русскоязычных медиа входит в число приоритетов государственной политики Российской Федерации в сфере средств массовой информации. Должен сказать, что Валентина Ивановна Матвиенко, будучи еще заместителем председателя правительства Российской Федерации, участвовала в работе
и нескольких съездов наших русскоязычных пресс, и оказывал очень большое внимание и хорошо понимает эту проблему. Но сегодня мы сталкиваемся с другой ситуацией, когда имидж нашей страны в мире целенаправленно дискредитируется, и в этой ситуации общественная значимость русскоязычных средств массовой информации, работающих в зарубежной аудитории, резко возрастает. Для миллионов граждан других стран именно русскоязычные средства массовой информации теперь единственный источник правдивой информации о нашем государстве, о нашей политике, о нашей позиции по самым ключевым вопросам современности. Кроме того, эти средства массовой информации создают и позитивный образ нашей страны, сохраняют культурно-языковое пространство, и мы очень большое придаем этому значение. Я бы здесь выделил деятельность, очень успешную деятельность телерадиокомпании «Мир», которая совершенствует свою работу, и практически сегодня это в СНГ единственная авторитетная программа, которые могут, из которых можно подчеркнуть самую правильную информацию, где знающий говорит, а не знающий помалкивает. Это очень, по-моему, большой успех этой телерадиокомпании. Там, кстати, теряем и кадры. Мы понимаем, что мы сталкиваемся с проблемой старения и выхода из активной работы журналистских кадров в Таджикистане, в Армении, в Азербайджане. Мы, хотя с одной стороны у нас около 150 газет на русском языке, которые издаются в Казахстане, но их качество и кадры, которые там работают, они, к огромному сожалению, не находятся в процессе переподготовки. Когда-то этим года 2-3 назад, на протяжении 15 лет занималась Всемирная ассоциация русской прессы, но сегодня мы, которая была, так сказать, в недрах ТАССа, сегодня мы и этот рычаг, к сожалению, не используем достаточно мощно. Но, тем не менее, мы немножко продвинулись. У нас все страны делятся как бы на три категории. Беларусь, Казахстан и, конечно, Украина. И здесь очень сильная русскоязычная пресса. Они, кстати, пользуются большой поддержкой со стороны государства. Участвуют в региональной, муниципальной власти. Но сегодня мы не можем сказать, что в Украине русскоязычная пресса, она поддерживает нашу политику, наоборот, она всячески, можно сказать, под очень серьезным давлением закрываются многие газеты. Мы, вот рядом со мной сидит мой коллега Михаил Соломонович Гусман, на протяжении многих лет, как минимум 15 лет, поддерживали газету «Крымская правда», и финансово, и технологически, и кадрами, и она сохранилась, и сейчас одна ведущая газета в Крыму. Мы очень рады, что сохранили эту газету, и что она будет идти вперед. К сожалению, судьба других газет может быть очень, очень грустная. Спасибо, Виталий Никитич. Я попрошу взять слово Михаила Ефимовича Швыдкова, специального представителя президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству. Михаил Ефимович, пожалуйста. Спасибо большое. Глубоко уважаемая Валентина Ивановна, глубоко уважаемые участники Высокого собрания. Я недавно разговаривал с одним очень крупным психологом, ученым. Я хотел в связи с тем, что в театральном деле большую роль играет подсознание, я его спросил, начал спрашивать о подсознании, о том, какие существуют современные взгляды на этот процесс. Он меня посмотрел внимательно после вопросов моих и сказал: ты совсем сошел с ума. Какое подсознание? Мы с сознанием не можем разобраться. Так вот, проблема в том, что мы вот в сфере культурной интеграции должны будем разбираться и с сознанием, и с подсознанием, в котором не можем разобраться.
как говорил этот важный ученый. Дело в том, что, если говорить серьезно, состоит, с моей точки зрения, в следующем. Мы сегодня говорим о евразийской интеграции. Мы говорим о том, что это новое пространство сотрудничества на постсоветском пространстве будет, очевидно, играть и уже играет все большую и большую роль. Но когда мы говорим об интеграции на этом пространстве, то должны учитывать некоторые обстоятельства. Во-первых, речь идет прежде всего об экономическом интеграционном пространстве, таможенном интеграционном пространстве. Дальше очень много открытых вопросов, потому что даже глубоко уважаемый мною президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, который является, по существу, идеологом такого евразийства, нового евразийства, он очень такой деликатной и осторожной манере, ему свойственной, указывал на то, что евразийская интеграция – это интеграция прежде всего экономическая и таможенная. У нас есть другие конфигурации на этом пространстве, как вы знаете. Есть ШОС отчасти, который покрывает это пространство. Есть ОДКБ, который занимается вопросами военного сотрудничества. Но как только речь заходит о идеологии, культуре, возникает целый ряд таких опасений. Я хочу, чтобы мы это понимали, поскольку разговор откровенный, и смысла лукавить здесь нет. Дело в том, что, если вы помните, когда распадался Советский Союз, в какой-то момент встал вопрос о том, что все-таки нужно сохранить общие, там, 3 министерства. Речь шла о Министерстве обороны, Министерстве иностранных дел и Министерстве культуры. И этот проект был в какой-то момент закрыт, потому что на протяжении последних 24 лет, с момента создания нового государства, 23, страны очень активно строили свою самостоятельную, я бы даже сказал в каком-то смысле агрессивно независимую культурную и образовательную политику. И это очень важно понимать. В слове агрессивно независимую я не вкладываю никакого отрицательного смысла. Страны формировались как национальные государства с национальными культурами. Ведь мы должны понять и следующие обстоятельства. За это время во всех странах, которые сегодня входят в интеграционный процесс на евразийском пространстве, были созданы свои стандарты образования, свои методики преподавания всех предметов, в том числе и гуманитарных. И если мы сегодня откроем, например, учебники по истории в Киргизии, в Казахстане, в Белоруссии, в России, я называю страны, которые входят в интеграционное евразийское пространство, то мы убедимся, что целый ряд процессов, которые, казались бы, нам все, как мы знали, как мы-то учились по одному учебнику, слава богу, но эти все процессы, в том числе процессы формирования наций, этногенеза, отношения к тем или иным событиям, например, в 2016 году будет отмечаться столетие такого очень важного для Центральной Азии и вообще Степного края восстания местного населения против царского указа о мобилизации мужчин в возрасте 17 до 43 лет на прифронтовые работы. Это 16-й год, и это восстание было очень кровавым. И отношение к нему в разных, извините меня, учебниках, оно совсем разное. То есть я к чему это веду? Я хочу, чтобы было понятно, что когда мы говорим слово «интеграция», то, как ни странно, экономику, таможню и многие другие вещи будет интегрировать просто, а в сфере культуры, образования мы будем говорить, просто проще, скажем так, проще. Но в сфере культуры, образования и гуманитарных наук мы будем иметь много очень непростых проблем. И я просто хочу на это обратить внимание, что мы имеем дело с достаточно такой хрупкой и тонкой материей, при том, что страны от своего взгляда на целый ряд и культурных, историко-культурных проблем, а уж тем более на исторических проблем, отказываться, в общем, не собираются. Напротив, развивается национальная такая историографическая школа и так далее.
Я нарочно, так сказать, сознательно начинаю с проблем, потому что нам нужно понять, каковы инструменты, которые, как мне кажется, могут быть важными вот в этой евразийской интеграции. Инструментов на самом деле достаточно много. Я благодарен Валентине Ивановне за то, что вы упомянули имя моего друга и общего нашего друга Полада Бельбель-Абулы в связи с фондом гуманитарного сотрудничества СНГ, равно как, это тоже ведь уникальное дело, на последнем заседании совместном, я хочу, чтобы это тоже все знали, председателем Совета по гуманитарному сотрудничеству, который тесно очень работает с фондом, был избран Виген Саркисян, руководитель аппарата президента Армении, а председателем правления фонда гуманитарного сотрудничества был вновь избран Полад Бельбель-Абулы. Я не знаю других организаций, где такого рода контакты между Арменией и Азербайджаном происходят на регулярной основе, как говорится. Но надо понять, что в СНГ работает много институций, фонд, Совет по гуманитарному сотрудничеству, которые могут также работать. Есть Совет отраслевых министерств, Совет министров культуры, Совет министров образования, которые могут также работать на отраслевом, вот, в евразийском пространстве. Понятно, что не все страны подключились к процессу, и, может быть, и не подключаться никогда из СНГ к процессам евразийской интеграции, но использовать эти инструменты, во всяком случае, работать в тесном взаимодействии с ними было бы важно. Я думаю, что, может быть, и не стоило бы создавать никаких специальных отдельных, там, скажем, советов по гуманитарному сотрудничеству, культурному сотрудничеству СНГ, прошу прощения, Евразийского союза, потому что мне кажется, что здесь у нас будет больше проблем, чем мы больше потеряем, чем найдем. Тут надо использовать уже сформировавшиеся и сложившиеся механизмы взаимодействия, внутри которого есть определенное доверие. Вот важный инструмент – это все-таки создание образовательного, ну, если не стандарта, мы никогда не создадим общеобразовательный стандарт, скажем, с Казахстаном. Я думаю, у Белоруссии свой образовательный стандарт, и там, у киргизов будет свой образовательный стандарт. Но система признания дипломов, филиальной сети, она очень важна. И я счастлив, что в нашем собрании принимает участие Виктор Антонович Садовничий, не потому что он мой прямой начальник по университету, а потому что, скажем, и поэтому тоже. А филиал, тем не менее, филиалы в Астане, например, филиалы в Астане, это один из серьезнейших институций современного образования Казахстана. Его открывал Нурсултан Абишевич Назарбаев, который очень патронирует этому. Но при этом у МГУ филиал и в Азербайджане, один из лучших, наверное, может быть, в Европе и в мире. Я уж не говорю про остальные, есть и в Крыму, там, и так далее. Я просто говорю сейчас о том, что система филиальных образовательных институций, взаимных, это может быть и обратный процесс, она, с моей точки зрения, очень и очень важна. Очень важный момент – это обучение языкам, потому что сегодня нам необходимо не только, вот мы говорим о русском языке, как о языке межнационального общения, межгосударственного общения, но надо понимать, что очень важные программы делаются и в Институте восточных языков, я по-старому называю МГУ, и в МГИМО, ректор которого тоже участвует в нашем заседании, и в лингвистическом университете Мариса Тереза, где начали изучать языки народов постсоветского пространства. Это очень важный момент, потому что до этого такого количества специалистов не было, в них не было нужды просто сегодня. Но качество, я думаю, и количество получаемого образования, с моей точки зрения, недостаточно. Если мы говорим об интеграционных процессах, на это надо обратить внимание. Еще один важный инструмент, который, мне кажется, можно использовать, это форум творческой и научной интеллигенции СНГ. Дело в том, что Виктор Антонович был одним из учредителей этого форума, как и покойный уже Кирилл Лавров, к сожалению, Богдан Стопко, и я был одним из участников, и Полад. Но вот форум творческой и научной интеллигенции, как институция, объединяющая интеллигенцию стран, он очень важен. И, конечно, если мы говорим о процессах вот, интеграционных,
то нам необходимо эти форумы проводить. Спасибо, Михаил Ефимович, за очень интересный доклад. Благодарю вас. Попрошу взять слово Палат Бульбюль-Оглы, чрезвычайно полномочного посла Азербайджана в Российской Федерации. Пожалуйста, чтобы... Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за такую инициативу, за то, что вы нас здесь собрали всех. Недавно вы принимали послов СНГ у себя в Совете Федерации, где состоялся очень откровенный, обстоятельный разговор о наших сегодняшних проблемах. И мы все за это вам очень благодарны. Я, как человек искусства, волей судьбы, работающий сегодня послом, за всяческую интеграцию. Всегда, везде, в разных отраслях, тем более в гуманитарной сфере. Потому что никакая культура в изоляции выжить не сможет. Культура всегда должна взаимообогащаться, что-то отдавать, что-то принимать, трансформироваться, находить новые формы. И особенно в культуре, в гуманитарном пространстве важно иметь интеграцию. Кто-то из великих сказал, география – это судьба. У нас такая судьба, по географии мы живем рядом. И поэтому естественно, что наши народы на протяжении столетий, живя рядом, общались, и культура взаимообогащалась, так же, как, в частности, вот взять Азербайджан, конечно, многое подчеркнули в российской культуре, через российскую культуру, с европейской культуры, но и россияне много получали, я имею в виду, опять-таки, в отрасли культуры, в отрасли гуманитарной, и в Закавказье, и в Средней Азии, и в других, так сказать, регионах, которые жили в другой культуре, но это помогало всегда богатому взаимодействию и взаимообогащению. Сегодня, к сожалению, ввиду многих политических аспектов, ввиду многого того, чего происходит и чего бы не хотелось, чтобы было, но, к сожалению, сегодня это реальный факт, конечно, это все влияет и на гуманитарную сферу. Вот та политическая составляющая или та конфронтация, которая сегодня налицо, и, наверное, было бы неумно этого не видеть, не замечать, не говорить об этом, не обсуждать это, потому что, не видя того, что сегодня происходит, трудно будет двигаться вперед. Конечно, нужно какое-то время на осмысление всего этого, нужно, наверное, чтобы прошел какой-то период, чтобы понять, какими инструментами пользоваться дальше. Но мне, как вот человеку этого пространства, человеку, живущему вот в этом мире, мне кажется, что, конечно, вот нужно сейчас обратить особое внимание на интеграцию с ближайшими соседями, с тем ареалом, который сегодня окружает Российскую Федерацию, потому что Российская Федерация самая большая страна региона, самая весомая, самая сильная, и, естественно, она является центром притяжения. Нравится это кому-то, не нравится это кому-то. И у нее есть свои интересы, которые, конечно, надо, безусловно, учитывать. Но, тем не менее, то, о чем говорили выступающие до меня, и вот Михаил Ефимович, нельзя не понимать и не признавать, что прошло 23 года, и бывшие республики Советского Союза сегодня суверенные страны со своим видением мира, со своей экономической ситуацией, у кого-то она лучше, у кого-то она хуже, у кого-то есть возможности больше, и они пользуются этими возможностями. То есть сегодня, конечно, нельзя пользоваться теми инструментами, которые были даже там, предположим, 10 лет тому назад. Сегодня надо искать новые возможности, новые точки соприкосновения, исходя из тех условий, которые есть сегодня. И, конечно, в этом плане пресса, телевидение играет огромную роль. Мы с вами говорили об этом на встрече послов, я не хочу повторяться. Очень часто тенденциозно освещаются какие-то вопросы. Все-таки надо понимать, что Россия многоконфессиональная, многонациональная страна. И если происходит какое-то бытовое преступление или какой-то бытовой конфликт, который происходит во всех странах, подчеркивать национальность того или иного гражданина, что вот именно от такой-то вот по национальности такой-то совершил вот такое-то преступление, это категорически неправильно. И я хотел бы сказать, что это производит очень сильное отрицательное действие в наших странах, где, естественно, читают русскую прессу, смотрят русское телевидение российское. И, естественно, на людей, которые живут в каком-то своем мире, начинает возникать определенное отчуждение. Ах, нас там не любят, вот про нас там так говорят, вот говорят, что мы вот там такие-сяки.
И это, естественно, в обществе начинает накопляться такой некий негатив, который потом в том или ином, значит, аспекте выплескивается. Поэтому мне кажется, что вот на этом этапе развития, да, есть демократические институты, есть самостоятельные, так сказать, группы там, прессы, телевидения и так далее, но мне кажется, что в интересах государственной идеологии нужно, конечно, соблюдать какие-то элементарные принципы, так сказать, ну, вот, совместному существованию. И мне кажется лично, что государство все-таки должно регулировать эти процессы. Нельзя, ссылаясь на демократию, отпускать вот эти процессы на самотек, которые в результате вредят этой же демократии и вредят просто совместному проживанию людей. И мне кажется, что это очень важная проблема, на которую надо сегодня обратить внимание. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Игорь Викторович Петрищенко. Пожалуйста, чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь России Игорь Викторович, пожалуйста. Я хотел бы присоединиться к моему коллеге Полат Бюльбюлевичу за благодарность, присоединиться к тому искреннему разговору, который у нас состоялся буквально неделю назад, где мы вот это именно тематики посвятили очень значительную часть времени, и мы услышали от вас те соображения, которые, на наш взгляд, позволят реализовать ту озабоченность, которую высказал мой коллега в сфере информационного аспекта нашего взаимодействия. Я хотел бы также поблагодарить за приглашение принять участие в заседании интеграционного клуба. Символично, что оно проходит именно здесь, на ВДНХ. То есть, если мы вспомним известный фильм «Свинарка и пастух», там «Друга ты никогда не забудешь», если с ним подружился в Москве, именно здесь, на ВДНХ. Я хотел бы отметить то, что мы очень тесно работаем с руководством ВДНХ, и мы осознанно пошли, мы возрождаем наш павильон, практически мы возродили, осталось немножко внешне навести марафет, который, я думаю, мы вот с наступлением благоприятного периода весной это все сделаем, Владимир Егорович об этом говорил, и надеемся, что наш павильон Республика Беларусь, он так и называется, я, кстати, приглашаю вас тоже посетить его, будет органично вплетен в ту систему выставочной, культурной жизни, которая, на мой взгляд, вот именно забурлит на ВДНХ, и здесь мы реально видим, как преобразилась ВДНХ за последнее время. Буквально накануне, вот тоже к нашей теме заседания, Валентина Ивановна, мы, Сергей Семенович Собянин, час назад мы открыли, вернее, дали старт Аэроэкспрессу, совместное белорусско-швейцарское производство, которое мы сделали и поставили Аэроэкспресс для движения из аэропорта Домодедово, Внуково, Шереметьево, ну, соответственно, на вокзалы российской столицы. Это первый поезд, таких будет поставлено 25 поездов, двухэтажный, достойный, красивый, и самое главное, что он называется Евразия. То есть уже здесь мы пошли в ногу со временем, что вот евразийская интеграция, наш Евразийский экономический союз, который начнет действовать с 1 января 2015 года, тому подтверждение. Я разделяю озабоченности коллеги Михаила Ефимовича, что культура немножко подзабыта в сфере, она относится к так называемой сфере услуг, которая в нормативно-правовой базе где-то находится там подальше. Мы, конечно, выступали за более тесное, за более конкретное, причем по всем направлениям. Но подождем, я думаю, вот благодаря и нашему клубу, и другим действиям мы все-таки продвинемся в этом направлении. Сотрудничество Беларуси, Казахстана и России динамично развивается практически во всех сферах. И я думаю, что начало функционирования этого союза станет мощным стимулом как торгово-экономического, так и гуманитарного сотрудничества между нашими странами. Не секрет для нас, что Беларусь и Россия достигли высокого уровня сотрудничества в сферах культуры и информации. Этому в полной мере способствовало развитие интеграционных процессов и способствует в рамках союзного государства. Среди значимых широкомасштабных профильных мероприятий в России это Дни культуры Беларуси, фестивали белорусского театра и кино, экспонирование художественных выставок. Одним из главных культурных событий по праву является, о чем мы благодарны Михаилу Ефимовичу и всем коллегам,
международный фестиваль искусств «Славянский базар», который ежегодно проводится в Витебске. В октябре текущего года в Екатеринбурге мы установили памятник народному артисту СССР Владимиру Мулявину. Посольство Республики Беларусь в Москве стало регулярной площадкой проведения румянцевских чтений. Сторонами принимаются системные усилия по поддержке акций, посвященных увековечению памятных дат истории и культуры Беларуси и России. Это и освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, юбилеев Янки Купалы, Якуба Колоса, Максима Танка. Регулярно проводятся митинги памяти, встречи с общественностью, посещение воинских памятников и захоронений, показы фильмов о войне, встречи с делегациями белорусских, российских фронтовиков, экспонатные фотовыставки, круглые столы и конференции. Активному развитию этого взаимодействия в гуманитарной сфере содействует то обстоятельство, что в соответствии с Конституцией нашей страны русский язык наряду с белорусским имеет статус государственного языка. Укреплению белорусско-российской общности в полной мере содействует сотрудничество в области образования, действует более 800 прямых межвузовских договоров, более 30 российских регионов активно сотрудничают с Беларусью в сфере образования. С 2001 года в Могилеве работает Белорусско-Российский университет. Наши страны обладают общим историко-культурным наследием и богатейшими ресурсами природно-рекреационного характера, спрос на которые интенсивно растет на глобальном и региональном рынках туристических услуг. Отсутствие границ, общность культуры и языка создают предпосылки развития туристической деятельности по всем направлениям. И росту потока российских туристов в Республику Беларусь в прошлом году способствовали проведение экскурсий и туров в рамках Года зеленого туризма, 1025-летия крещения Руси, празднование 70-й годовщины освобождения Беларуси от фашистских захватчиков, ну и, конечно же, чемпионат мира по хоккею в Минске. Активизировалась работа по реализации проектов в сфере туризма с привлечением международной технической помощи. В Беларуси началась реализация нашего совместного белорусско-российского проекта «Люди в исчезающем ландшафте». Развитие агротуризма Беларуси и России. Проект получил поддержку, несмотря на их действия, Евросоюза и направлен на развитие туризма и активное участие в этом процессе местных сообществ Республики Беларусь и Калининградской области России. К сожалению, вынужден констатировать, что за период, прошедший после распада СССР, выросло поколение, которое в меньшей степени, нежели их родители, знают о жизни народов на пространстве бывшего Советского Союза. Очевидно, что поддержание и развитие контактов в молодежной среде наших стран имеет сейчас принципиально важное значение. В настоящее время в России проходит межведомственное согласование, соответствующий проект соглашения между двумя министерствами образования о сотрудничестве в сфере государственной молодежной политики. Принципиально важное значение для поддержания общности в молодежной среде имеет расширение контактов на уровне межличностного общения и обмена. Это сегодня звучало, прежде всего в сфере студенческой молодежи. При этом видится целесообразным проводить эти мероприятия с фокусировкой на конкретные социальные группы, например, форумы и семинары молодых ученых, журналистов, экономистов, педагогов, врачей, аграриев. В пример хочу привести наш совместный проект «Молодежь за союзное государство», который стал крупным молодежным форумом. Я думаю, другие страны Содружества активно к нему присоединятся, тем более он вовлекает молодое подрастающее поколение в мероприятия нашей интеграционной направленности. Несмотря на век информатизации, всепроникающих телекоммуникационных технологий, растущего влияния интернета, люди, к сожалению, недостаточно информированы о жизни братских и дружественных им народов, о преимуществах и важности евразийской интеграции. Ключевая роль в этом, Виталий Никитич говорил, относится к средствам массовой информации. Беларусь и Россия обладает значительным опытом освещения интеграционных процессов в рамках союзного государства. Издаются печатные издания, это и «Союзное вече», и газета «Союз Беларусь и Россия», и иллюстрированный журнал
союзное государство, к сожалению, требует дополнительных импульсов как с белорусской и российской стороны. Работа в плане активизации деятельности нашей телерадиовещательной организации союзного государства. Мы должны стремиться вывести ее как минимум на уровень МТРК «Мир». Полагаю, что этот позитивный опыт нашего сотрудничества в информационной сфере должен активно быть задействован и в рамках Евразийского экономического союза. Мы сейчас реально наблюдаем вот такой информационный голод в плане освещения евразийской интеграционной тематики. Ну и, пользуясь случаем, хочу сообщить, что мы в текущем году и, наверное, в следующем году откроем в начале следующего года деловой и культурный комплекс посольства. Я всех вас приглашаю на торжественную церемонию открытия. Мы дополнительно пришлем вам приглашение, которое станет дополнительным таким связующим звеном, направленным на развитие интеграционных процессов не только между Беларусью и Россией, но и со всеми нашими ближайшими друзьями, в первую очередь странами Содружества независимых государств. Спасибо большое. Попрошу взять слово Владимира Михайловича Джабарова. Уважаемый Валентин Ивановна, уважаемые коллеги, сегодня зона тотального манипулирования СМИ распространяется на сотрудничество независимых государств и на сферу их интеграционного взаимодействия. Мы видим, что углубление интеграционных процессов на постсоветском пространстве не входит в планы Запада. Они стремятся их затормозить. Вот недавно на встрече со студентами в Совете Федерации московских вузов, казахстанских, белорусских, украинских, они спрашивали, в чем отличие Евразийского союза экономического, который создается, и Евросоюза. Я сказал, там много общего, много различий, но главное отличие, что мы им не мешали создавать Евросоюз. Мы просто наблюдали. Они нам реально мешают, реально противодействуют. Мы помним выступление бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в Великобритании и другие недружественные шаги, в том числе события на Украине, где нам дали понять, что они против наших объединительных процессов и идей. В этой связи ключевое значение приобретает достоверное освещение средствами массовой информации интеграционных процессов на пространстве СНГ. Это особенно важно в условиях массированного информационного давления и санкций в отношении России со стороны Евросоюза и США в связи с украинским кризисом, как я уже говорил. Нельзя сказать, что мы были абсолютно не готовы к работе в условиях такого мощного нажима. Тем не менее, оценивая с этих позиций деятельность в данной сфере, можно с уверенностью сказать, что информационная поддержка интеграции стран Содружества требует серьезного совершенствования. Учитывая важность информационной поддержки этих процессов, было бы целесообразно обсудить эти вопросы в рамках Совета глав государств СНГ. Важно договориться о проведении согласованной информационной политики и заключении соответствующего соглашения, предусматривающего создание стратегии совместных действий в этой сфере. Возможно, стоит подумать об организации специальной структуры. Речь идет, например, о создании специального информационного центра СНГ, которому можно было бы поручить решение вопросов популяризации идей евразийской экономической интеграции стран Содружества и за рубежом, создания благоприятного имиджа стран-участниц, а также предоставление в распоряжении прессы, телевидения, радио стран СНГ соответствующей информации о развитии интеграционных процессов. Важно также понимать, что интеграция в Евразийский экономический союз – это не только взаимодействие, взаимное приспособление, сотрудничество, объединение национальных хозяйств, но и становление качественно новой целостности, что требует и новых объединительных идей. Исследования общественного мнения, проводимые в ЦОМ, показывают о сохраняющемся представлении России как объединяющего центра населения стран СНГ. От России ждут инновационного прорыва, ждут сигналов на осуществление системных преобразований, которые будут справедливо учитывать национальные интересы государств-участников процесса. Я хотел сказать, что у нас есть общая объединительная идея. Это наша история, и речь идет о совместной борьбе в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Мы помним и подвиг всего советского народа, прежде всего русского народа, внесшего реальный вклад в разгром фашизма. Помним подвиг белорусских партизан, но мы должны вспоминать и о том подвиге граждан Средней Азии, которые приняли сотни тысяч беженцев с территории Украины, Белоруссии, России, которые были оккупированы фашистами. Мы должны помнить и подвиги бакинских нефтяников, которые обеспечили бесперебойную подачу нефти для нужд Красной Армии. И вот, говоря о дружбе народов, которая тогда была,
Достаточно посмотреть фильм «Отец солдата» известного грузинского режиссера, показать, как мы боролись все в одном ряду. И хотел бы предложить вот что. К сожалению, практика показывает, что чем дальше мы отдаляемся с момента окончания Великой Отечественной войны, тем меньше наша молодежь знает всю правду об этой войне. Может быть, даже посвятить отдельные уроки истории в наших школах, просто показывать фильмы. Есть же фильмы великолепные: «Освобождение», «Битва за Москву», «Сталинград», которые, просмотрев эти фильмы, можно посмотреть всю историю Великой Отечественной войны. И в заключение хочу сказать, сейчас очень многое в этом отношении будет зависеть, я имею в виду в плане интеграции, от первых шагов Евразийского экономического союза. Проблем немало, но у нас есть воля руководителей наших государств, это железная воля, это достаточно мощный совокупный экономический потенциал, квалифицированные кадры. Поэтому мы имеем уникальную историческую возможность вернуть себе роль глобального, объединяющего экономического и культурного центра. Спасибо. Благодарю вас, Владимир Михайлович. Предлагаю взять слово председателю МНТРК «Мир» Радику Ириковичу Бадыршину. Пожалуйста. Спасибо, Валентина Ивановна. Во-первых, спасибо за теплые слова в адрес нашей компании, которую вы, Виталий Никитич Игнатенко, сказали. Хотел бы благодарить даже посла Республики Беларусь за... Мы это расценим как аванс, мы это работаем. Так, в двух словах хотел бы сказать, что такое «Мир» сегодня. Это, если телеканал «Мир» это 110 миллионов человек, 3 года назад, напомню, был 38. Телеканал «Мир-24», который мы запустили год и 8 месяцев назад, это охват 45 миллионов человек. Вот вчера начали вещание в Черногории и Сербии, то есть он ушел уже за пределы СНГ. Это единственный телеканал, русскоязычный телеканал, который вещает сегодня легально на всей территории Украины. Кроме того, хотел бы сказать, что нами не прекращалось, несмотря на все события 2008 года, вещание на территории Грузии. Грузия не вышла из состава МТРК «Мир». Есть еще и наша радиостанция «Мир», которая вещает в Кыргызстане, всех городах Беларуси, всех областных центрах и, соответственно, 45 городах России. Хотел бы сказать, что 17 числа недалеко отсюда, в Останкино, будет официально сдан узел вещания на Москву второго мультиплекса, второго пояса российский цифровой канал, где мы занимаем 18 место. Но Беларусь и здесь нас обошла. Согласно решению регулирующих органов Республики Беларусь, в официальном государственном пакете телеканалов, созданных по инициативе президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, наш пакет занимает 4-ю позицию, обязательную для вещания во всех средах вещания. Кроме того, телеканал «Мир» вошел в официальные мультиплексы в Армении, Казахстане, Кыргызстане. Ну и в других мы идем к решению данного вопроса. Чтобы сократить вещание, я хотел бы сказать, что мы подготовили специальную концепцию вещания к празднованию юбилея Победы, который, безусловно, вот, естественно, эстафета «Огонь Содружества», «Огонь Победы», которая организована МПАБ, несет полное и прямое освещение. Хотел бы сказать, что вообще-то на территории СНГ существует порядка 16 различных объединений, это не только ОДКБ, там, МФГС, СНГ, союзных государств, тем не менее все они находят в тех или иных программах отношений. Хотел бы сказать, что принципиальный подход, если говорить о юбилее Победы, это не только освещение, но еще и привлечение и объединение вокруг этого. Здесь мы пытаемся использовать мультимедийный подход, как мы делали, когда мы отмечали трагические события, связанные с юбилеем блокады Ленинграда, когда мы издали народную книгу памяти тех, кто пережил эту блокаду. Так и здесь, собственно говоря, мы издадим уже отдельной книгой летопись воспоминаний, естественно, и это будет и в радио, и в телевизионном эфире. Подробный отчет о концепции сдан секретариат интеграционного клуба. Хотел бы сказать, что упор на освещение интеграционных процессов, когда мы это делаем, мы не уходим от проблем, которые сказал Михаил Ефимович Федкой. То есть, условно говоря, мы подчеркиваем, что нет потери политического суверенитета государств, которые идут в разноскоростных интеграционных процессах. Мы говорим о цене, которую приходится гражданам платить за объединительные процессы, потому что не секрет, что цены на продовольствие в странах ЕАЭС вырастают, да, то есть в силу определенного процесса, пусть временно, пусть и так далее, но это все обсуждается, и здесь принцип, наверное, в освещении интеграционных процессов – это честность, это лучшая политика. Поэтому отведенное мне время подошло к концу, доклад закончен. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Виталий Тавеевич Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ. Пожалуйста, Виталий Тавеевич. Спасибо, Валентина Ивановна. Я
рад, что наш разговор пошел по проблемному пути, а не по воспеванию осанны. И также хочу выступить. Два аспекта существуют в информационном плане. У проблемы фактического незнания большинством населения того, что реально происходит в качестве этих интеграционных процессов. Во-первых, это не интересует средства массовой информации, я не беру телеканал «Мир» и ряд других. А во-вторых, само объединение и его основные люди, действующие внутри него, занимающиеся этим, не дают никаких поводов. Мне уже приходилось приводить в Москве там такие примеры. Вот если мы сейчас выйдем даже здесь на улицу и спросим, кто такой Барозу, хотя Барозу уже уходит с политической арены, ну, я не знаю, там второй, каждый третий нам скажут, что это тот из Евросоюза. А давайте спросим, кто такой Христенко и кто такой Рапота. Ну, не вот здесь сидящих, а вот там, на улице. Я думаю, что скажешь, это, видимо, там на юго-востоке Украины, один с одной стороны, другой с другой стороны возглавляет какие-то формирования. Скажут про Барозу. Вот. Все знают флаг Евросоюза. Все знают флаг Евросоюза. Вот опять же, давайте вот туда выйдем с этим флагом. И сейчас же соберутся любители Евросоюза. Евразес. А если есть, то тем более ужасно, что его не знают ни гимна. Европейцы мудро поступили в этом смысле. Они взяли, не стали, собственно, новый гимн сочинять, они взяли бетховенскую мелодию. Да, и когда звучит, она и так звучит в неофициальных, она в концертах звучит, всегда у тебя Евросоюз перед глазами. Флаг всегда демонстрация вот этого желтого круга и звездочек на синем фоне достаточно поставить за своей спиной, и все знают, что ты за европейскую интеграцию, что ты цивилизованный, демократичный, толерантный. Вот у нас нет таких символов, их нужно специально создавать. Я знаю условности политические наших государств. Есть они есть. Так, коллеги, потом, да. Виталий Давидович Чкалевич, пожалуйста. Если они есть, их никто не знает, значит, они либо плохие, либо ими не занимаются. Вот. Зная условности политических режимов в наших странах, все-таки нужно пропагандировать тех, давать им слово тем, кто занимается конкретными процессами, а не только президентов соответствующих стран. Они вот должны создавать поводы постоянные. Я считаю, что здесь нужно в данном случае не постесняться, особых средств и расходов здесь не нужно, нужно внимательно изучить все, что в информационном плане Евросоюз сделал для того, чтобы продвигать свою идею. И, собственно, аналогичный план составить с яркими символами, там, с дискуссиями. И евроинтеграция постоянно обсуждается нашим телевидением. Нашим телевидением постоянно обсуждается евроинтеграция. Нашим телевидением никогда не обсуждается евразийская интеграция, если только президенты не встречаются в каком-то месте. Спасибо огромное. Коллеги, сейчас давайте к свободной дискуссии перейдем. Кто хотел бы еще выступить? Пожалуйста, Иосиф Давыдович, пожалуйста. Вы у нас один из главных интеграторов культурных. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые присутствующие, я прослушал внимательно все выступления и обратил внимание на то, что никто о культуре и духовности не говорил, акцентируя на этом внимание. Я принимал участие в форуме духовной культуры в Баку, который проводился. Я являюсь председателем форума духовной культуры в Астане, в Казахстане, который единственная постсоветская республика, которая на протяжении 24 часов вещает о толерантности, о духовной культуре, что очень важно.
И более того, после проведения форума духовной культуры в Астане я обратился к президенту Владимиру Владимировичу с просьбой провести такой форум духовной культуры и единства в нашей стране. Ответа пока не получил. На одном из заседаний, Валентина Ивановна, я выступал с просьбой и с предложением возобновить декады национальной культуры в республиках, что, безусловно, сближает народы и способствует взаимопониманию. К сожалению, это так и осталось. Пользуясь тем, что нам, как вы уже сказали в начале, гостеприимство предоставил Владимир Юрьевич на ВДНХ, я хочу его и упрекнуть. Упрекнуть в том, что очень мало проводится культурных мероприятий на ВДНХ после реконструкции. Здесь был замечательный объект культуры, Зеленый театр, который восстанавливается сейчас. Но в этом Зеленом театре была единственная всероссийская творческая мастерская эстрадного искусства. И со всех республик, что тоже говорило о толерантности, съезжались молодые мастера, готовили здесь номера, и премьерный показ этих номеров проводился на сцене Зеленого театра бесплатно для всех гостей ВДНХ. Сейчас этого нет, а жаль, я бы это, так сказать, восстановил. Более того, вы знаете о том, так сказать, скандале, который произошел с Юрмалой в этом году. После этого обратились руководители регионов Сочи, Пахомов, Цуканов из Калининграда, Ястребов из Ярославля, из Ялты Аксенов. Все обратились с просьбой провести фестиваль международный, фестиваль музыкальный в нашей стране. И все предпосылки к этому есть. И все готовы приложить все усилия и скудные, так сказать, материальные ресурсы. Но Министерство культуры абсолютно ничего не делает в этом направлении. Ничего не делает в пропаганде музыки. Вот мы проводим в этом году, вы знаете, провели 200-летие со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Опять же, практически, кроме торжественного, допустим, в Тарханах чтения Лермонтовского, ничего, собственно, не было сделано. Еще у нас мы не ценим отечественную культуру. Рядом с вами сидит Михаил Ефимович Швыдкой, который создал театр. И я без всякого желания, но с любопытством пошел на премьеру «Золушки» с музыкой Раймонда Паулса. Господи, какое я испытал наслаждение! С одной стороны, творческое, художественное наслаждение, а с другой стороны, вот как это звучит патриотично в наши дни. Надоело это обезьяничание перед мюзиклами западами. Это хорошо, что мы квотируем какую-то, так сказать, пропаганду западных бродвейских мюзиклов. Но есть же отечественное искусство. Если человек талантлив, он талантлив во всем. Есть отечественное искусство. Почему мы его не пропагандируем? Почему мы не придаем ему значения? У нас будет еще по вашему поручению, Валентина Ивановна, мы собирали комитет по культуре Государственной Думы и очень были огорчены тем, что вы, видимо, согласовав свои требования с президентом и с нашим председателем Нарышкиным, поручили комитету по культуре поработать над законом о культуре. Но он у нас 10 лет как готов. А в спешке Министерство культуры сфабриковало, я не боюсь этого слова, так называемый закон о культуре и требует, чтобы мы его приняли.
мы его не примем, не приняли и не будем принимать, потому что он разработан без учета тех десятилетних усилий, которые проводил Комитет по культуре Государственной Думы, который знает ситуацию по культуре. Если мы говорим о толерантности, то в постсоветском пространстве необходимо проводить декады, необходимо проводить смотры художественной самодеятельности, необходимо восстанавливать и создавать национальную, отечественную культуру. И самое главное, последнее, мы готовимся к юбилею, к 70-летию Победы. Я думаю, что, Валентина Ивановна, вам необходимо дать поручение нашему клубу, отдельное заседание нашего клуба посвятить этой славной дате. Отдельно. Мы к этому готовы. Но, еще раз повторяю, закон о культуре, который имеет главенствующее значение на сегодняшний день, находится в очень тяжелом состоянии, и вы должны об этом знать. Спасибо, я знаю ситуацию. Я знаю ситуацию, просто мы уже настолько затянули этот вопрос, я извиняюсь за грубое слово, заболтали эту тему. 10 лет, вы сами говорите, лежит закон и не принимается. Ну хорошо, давайте еще 10 лет теперь новый закон писать. Ну надо садиться, закрыться и найти консенсус и принять наконец. Но нельзя жить законом, который был принят 20 там с лишним лет назад. Он же не соответствует. Да нет, правительство не против, раз министерство такое. Ну ладно, это отдельная тема. Да, пожалуйста. Вернемся отдельно к этой теме обязательно. Пожалуйста. Владимир, спасибо большое. Я хотел бы вернуться к началу нашего разговора, который был заложен Виталием Никитичем, который действительно 15 лет занимался непосредственно развитием русскоязычной прессы в странах, то, что называем, ближнего зарубежья. И в этой связи мне хотелось бы сказать о неких практических вещах с этим связанных. Виталий Никитич, как человек интеллигентный, сенатор и по статусу первого заместителя председателя комитета по международным делам, он не мог этот вопрос, как бы, говорить о совсем уж больных точках этого вопроса, а они существуют. Когда мы говорим, вот Виталий Никитич сказал о том, что русскоязычная пресса просто по жизни стареет. У нас практически в странах ближнего зарубежья не осталось молодых журналистов, работающих с русским языком. И, конечно, если вспомнить знаменитое выражение немодного ныне публициста Владимира Ульянова-Ленина о том, что газета не только коллективный пропагандист, но и коллективный организатор, то в этой связи мы теряем, и каждый год теряем, реальных организаторов сплочения русскоязычных диаспор, взаимодействия с русскоязычными диаспорами в странах ближнего зарубежья. Практически вопрос стоит давно. Нам необходимы специальные курсы, здесь Алаверды, потому что сказал Владимир Гидальтович, специальные курсы русскоязычных журналистов из стран СНГ при наших факультетах журналистики. Нам нужны специальные гранты для русскоязычных журналистов молодых ближнего зарубежья. Нам нужны возможности, но это то, что делает фонд, это буквально это капля в море. Это вопрос вопросов. Причем мы наблюдаем парадоксальную картину, что в странах дальнего зарубежья количество русскоязычных СМИ расширяется, причем за счет молодых эмигрирующих журналистов. А в странах СНГ у нас, в таких странах, где остро нуждается в русской прессе, как вот в Казахстане, в Азербайджане, где очень большой процент населения говорит по-русски, нуждается в русскоязычной прессе, теряет эту прессу. Без серьезной помощи государства в организации практических вопросов по подготовке молодых русскоязычных журналистов в этих странах мы эту прессу потеряем, причем это вопрос ближайших лет. Поэтому большая просьба к вам, как председателю клуба, от имени клуба, обратиться к руководству страны в соответствующие профильные ведомства. Такая практика существовала, и она может быть возобновлена, чтобы соответствующие курсы, соответствующие гранты, соответствующие квоты на факультет журналистики были созданы. Я говорил с деканами факультетов журналистики и МГУ, и РГГУ, и МГИМО Алаверды Анатолию Васильевичу. Они готовы
к этой работе. Была бы только на это для них практическая возможность. Кстати сказать, на последнем заседании клуба, когда мы говорили о вопросе о создании Евразийского телевизионного канала, спасибо вам, Валентина Ивановна, вы обратились к письму с президенту по этому вопросу. Это немножко другая история, нежели блистательно работающий мир. Но пока реакции нет под ваше письмо, а это действительно тоже важный вопрос и важный инструмент. Вот я на этом хотел закончить. Спасибо. Спасибо, коллеги. Мы договорились, что через 1,5 часа мы заканчиваем. Давайте соблюдать договоренности, но все-таки я не могу не предоставить слово для комментариев Сатарову Имамуддину Мирзоевичу, чрезвычайному полномочному Республики Таджикистан Российской Федерации. Пожалуйста. Спасибо, Валентина Ивановна, за предоставленную возможность. Конечно, я, может быть, в своем кратком выступлении повторюсь, но я как посол Таджикистана все-таки должен высказать нашу позицию по тем или иным вопросам, поэтому вот прошу дать немножко возможности. Значит, актуальность создания, поддержания и развития общего культурно-гуманитарного пространства на евразийском пространстве не вызывает сомнений. Тема евразийской гуманитарной интеграции уже давно вышла из сферы обсуждения государственных структур и стала важнейшим предметом дискуссии экспертов широкого круга общественности наших стран. Необходимо отметить, что выгода от объединения торгово-экономического потенциала наших стран, несомненно, является определяющей предпосылкой к интеграции. Однако нельзя забывать и принижать роль гуманитарной составляющей интеграционных процессов. На протяжении столетий наши народы связывали не только географическая близость, но и историческая общность. Вначале в составе Российской империи, затем в рамках СССР и СНГ. В этот период сформировалась общая историческая и духовная среда, характеризующая общими историческими корнями, отсутствием языковых барьеров, общими образовательными и научными стандартами, схожестью традиций и ментальности. Сегодня, наряду с экономическими предпосылками, эти факторы могут послужить и гуманитарной основе евразийской интеграции. Необходимость сохранения в рамках сотрудничества продуктивных связей, складывающихся десятилетиями и образовавших новую реально действующую инфраструктуру, неоднократно подчеркивается лидерами наших государств. Без учета образовательно-культурного фактора говорить о степени успешности того или иного интеграционного проекта было бы не совсем правильно. Очевидно, что гуманитарное сотрудничество призвано стать эффективным механизмом межгосударственного взаимодействия, направленным на расширение и углубление многосторонней интеграции между нашими странами. В этой связи назрела необходимость не только сохранения нашего общего прошлого, но и выработки стратегии нашего будущего, общего будущего. На мой взгляд, стратегия евразийской гуманитарной интеграции должна основываться, с одной стороны, на бережном сохранении культурно-гуманитарного общества наших народов, а с другой не противоречить интересам суверенитета наших государств, культурной идентичности наших народов и не ограничивать наше культурно-гуманитарное взаимодействие с другими цивилизационными объединениями. При этом необходимо уважительно относиться к истории культуры других народов, избегать навязывания партнерам по интеграции чуждым цивилизационно-ценностных ориентиров. По сути, речь идет о формировании будущей модели культурно-гуманитарного взаимодействия и сосуществования наших государств и народов. От того, насколько привлекательным будет эта модель, во многом зависит и успешность продвижения интеграционных процессов в экономической, военной и других областях нашего сотрудничества. Я, конечно, могу много здесь говорить об интеграции и так далее, но когда я, как посол, представитель своего государства, ежедневно встречаюсь с множественными проблем именно людей, которые ежедневно мне приходится решать. Например, если речь идет об интеграции. О какой интеграции может речь, когда речь идет о проблемах десятки, сотни тысяч граждан Таджикистана? Мы являемся членом ОДКБ. У нас безвизовый режим въезда на территорию Российской Федерации. Однако уже около 200 тысяч таджикских граждан не могут попасть в Российскую Федерацию из-за каких-то там нарушений и так далее. Буквально сейчас, вот из аэропорта мне звонили, аспирант Московского университета не может попасть в университет, потому что он где-то не заплатил за телефон и так далее. То есть надо нам прежде решать эти вопросы. Проблемы именно людей. Это все-таки судьбы, десятки, сотни тысяч судеб, которые связаны с Россией. Спасибо. Хочу поблагодарить всех за активное участие, такое заинтересованное, не безразличное.
те идеи, которые были высказаны, мысли, практически все выступающие высказали интересные предложения, идеи. Мы их не только обобщим в докладе, но мы донесем их до тех, кто должен заниматься их реализацией. Спасибо всем огромное.